Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Япония в 2020 году может принять первый фестиваль национальных видов спорта стран Северо-Восточной Азии. Об этом говорили на первом заседании подкомиссии по спорту Ассоциации стран Северо-Восточной Азии, которое прошло накануне в правительстве Якутии с участием представителей 24 региональных администраций из России, Китайской Народной Республики, Монголии, Южной Кореи и Японии. Фестиваль будет призван укрепить добрососедские связи. Якутия по плану может принять его в 2024 году. В этот же день ассоциация посетила Центр национальных видов спорта. Гостей познакомили с масс-рестлингом, традиционными якутскими настольными играми, борьбой хапсагай, якутскими прыжками и северным многоборьем. Спортсмены продемонстрировали технику и основные приемы в каждом виде. Судьи объяснили тонкости правил ведения схватки. Работа ассоциации в столице республики продолжается и сегодня. Конечно, очень интересует генерального секретаря то, что национальные виды спорта развиваются везде, и поэтому все страны, которые включены в эту ассоциацию, все поддерживают именно национальные виды спорта. И, как говорится, сегодня мы в пленарной части уже обсудим конкретно проведение фестиваля по национальным видам спорта. Футболисты Краснодара впервые в своей истории сыграют в матче Лиги чемпионов. Встреча пройдет уже сегодня на поле российской команды. Соперником Краснодара по третьему квалификационному раунду главного Еврокубка станет португальский Порту. Состав российского клуба сильно обновился, однако игроков, которые бы имели опыт участия в Лиге чемпионов, не так уж и много. Одним из них является форвард Ари, игравший в матчах главного Еврокубка за голландский АС и московский Спартак. А в хоккее у россиян не все так радужно. Олимпийская национальная сборная проиграла хоккейному клубу Сочи в овертайме со счетом 1-2. Встреча проходила в рамках традиционного предсезонного турнира на льду победителей. В составе Сочи в основное время отличился нападающий Артем Томилин. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков. В составе олимпийской сборной России шайба на счету Кирилла Марченко. Таким образом, Сочи возглавил турнирную таблицу, имея в активе 6 очков после 3 встреч. А для олимпийцев досадное поражение стало первым и спустило команду на вторую строчку. Соревнования завершатся 8 августа. Тем временем в алмазной столице Якутии есть свои юные олимпийцы. Детские Олимпийские игры провели в Айхале. Состязания по максимуму приблизили к настоящим. На мероприятии даже был свой олимпийский мишка. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину и перетягивании каната. Спортивный праздник посвятили Дню физкультурника, рассказывает Оксана Мезенцева. Громкие болельщики, настоящая беговая дорожка, судьи и соперники. В Айхале на одной из спортивных площадок провели детские Олимпийские игры. Состязания по максимуму приблизили к настоящим. На мероприятии даже был свой олимпийский мишка. Участниками спортивного праздника стали 110 ребят. Это воспитанники детской площадки «Юникс». У меня сегодня хорошее настроение. Я сегодня первее всех бегал. Было страшно, но также и весело. Конечно, хочется всегда побеждать, но также хочется дать и победу другим. 6 заданий нужно было выполнить каждой команде. Ребята участвовали в беге на 30 метров, отжимались, прыгали в длину и на скакалке. В каждой дисциплине были свои лидеры. Солнечная погода позволила провести соревнования на улице. Самым зрелищным этапом стали веселые старты. Шуточные задания для многих оказались непростым испытанием. Приветствуем мы здесь спортивно-патриотическое направление для того, чтобы привлечь детей к спорту, оторвать их от гаджетов современных и все-таки, чтобы они полюбили спорт и занимались ими. В дальнейшем это стало их за здоровый образ жизни. Соревновались ребята и в перетягивании каната. Силовые способности проверили и мальчики, и девочки. Спортивный праздник провели при поддержке местной администрации. Танцевальный флешмоб от вожатых собрал на площадке и участников спортивного праздника, и просто прохожих. Ну хорошо, лето же, а в лагере еще лучше. Мы как бы сами по себе такие спортивные, то что мы всегда ходим на такие мероприятия. Грамотами и памятными подарками отметили лучших в разных номинациях. Спортивный праздник посвятили Дню физкультурника. Сделать креативное фото на память все желающие смогли на необычной спортивной фотозоне. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.